Добрый день, дорогие земляки, туркменистанцы, туркмены, кто за пределами Туркменистана, кто внутри Туркменистана. Всем огромное привет. И по просьбе моих подписчиков, не только подписчиков, мне многие звонили, добавились через Facebook, попросили перевести часть вторую, которую, мою, моей записи вчерашней. Вчерашней, по-моему, да? Да, вчера я загружал. И кроме того попросили мою биографию, чтобы автобиографию, где, откуда, что, чему. Ну, сегодня я скажу. И еще у меня есть наметки, кое-какие мои хочу еще дополнительно высказаться. У меня есть много чего сказать, понимаете, но все, что надо говорить к месту. Так вот, начинаю. Еще дам ответы на некоторые комментарии, которые я хочу через обращение ответить некоторым. Некоторые я отвечал так, отписывался, а на некоторые я хочу ответить. Ну, давайте начнем с перевода. Ну, не с перевода, а на русский язык, что я хотел иметь в виду. Вот постсоветское пространство. Представляете, развал Советского Союза, постсоветские 3 республики сразу ушли, потому что по уровню своего развития они опережали Советский Союз, да и руководство Советского Союза, между прочим, она как-то в последние свои года жизни не реагировала, понимаете, она не отвечала новым веяниям. Как догматизировалась, понимаете, закостенела. Они не хотели жить современными реалиями. И, ну, в общем, это их дело, они отсоединились. А те республики, у которых, понимаете, некоторые руководители есть, например, Казахстан, Назарбаев, он совершенно по-другому повел. Хотя стартовые возможности Туркменистана и Казахстана были одинаковые. Туркменистан даже лучше, привлекательно выглядел, потому что всего 5 миллионов населения. Так вот, речь в чем? Я говорю, вот подсоветское пространство. Республика, где руководители были коррупционеры, довели страну до нищенского состояния, которое уже было наплевать. Народ воспрял, народ поднялся и смел те режимы. Пример Грузия, которая, могут все сказать, да, вот это американцы влияли, что-нибудь такое. Нет, народ поднялся, потому что им надоела эта коррупция. Армения, хорошо, вы не поверите, а Армения что? Тоже народ поднялся. Пашинян же за пределы Армении не был. Он же работал внутри Армении и привел к смене власти. Украина, я имею в виду бескровные революции. Бескровные. Да, на Украине было кровавые события Майдана, все такое прочее. Но они отстояли свое право быть на независимость. Но там просто, мне кажется, вмешались некоторые силы, и кровавые события-то были. Но посмотрим Молдавию. В Молдавии недавно еще события. Мария Санду и ее команда сейчас там пытается что-то делать. А потому им тоже надоело, понимаете? Руководство Молдавии 3 или 4 человека украли весь бюджет. Весь бюджет Молдавии. Кому это понравится? Так вот, я к чему вам это говорю? У туркмен ситуация хуже. При всем своем большом потенциале, при всех своих запасах. Да не обязательно на газовые запасы там. Надо, много чего можно найти, понимаете? Много на чем можно заработать. При всем своих богатствах туркмены ведут нищенский образ жизни. Нищенский образ жизни. А виноваты мы с вами, потому что мы не говорим, мы не выступаем. Дайте свой голос. Понимаете? Просто надо выступать и все. И надо действительно сметать этот режим. Режим Бердымухамедова, который привел нас в абсолютное нищенское существование. Туркмен заставил нас уехать с насиженных мест. Почему мы уехали? Потому что туркмен не любит у себя воевать. Понимаете? Кровавый, как мне сказали, такие как Амурада хотят привести к кровавым разборкам и кровавым событиям. Нет. Если я хотел бы, я бы там остался бы. И что-нибудь
кровавые привел бы к исполнению. Но я этого не хотел, я всегда был за мирный диалог. И вот нас Ниязов, все началось с Ниязова. Все началось с Ниязова, который нам обещал 3 ключа. Одно из банковской ячейки, одно из машин, 2 машины и квартиры. В итоге, что? Он на этих ключей на себя это заработал больше и поставил на свой счет. А Бердымухамедов, когда он наследовал, он просто осоловел от счастья. И даже перестал бороться возраст от других людей, которые украли деньги с бюджета Туркменистана. Понимаете? Бердымухамедов же просто танцует, поет. Просто он наслаждается жизнью. Смотря как вы, туркменистанцы, бездействуете. Он наслаждается жизнью и правильно делает. Если есть бездействие, понимаете, на это. Даже в хадисе Корана сказано. Oppression worse than no action. В одном из хадисов. Это безразличие хуже, чем безразличие, бездействие, хуже, чем не без... no action, говорит, когда вы ничего не приводите, ничего не делаете, понимаете? Я к чему это говорю? Что машина-то сгнила, государственная машина под названием, государственная чиновничная машина под названием Туркменистан мертвая, чем скорее жив. Я вам просто объясню на простейшем примере. Простейший пример. Ну, я на туркменском, на предыдущем видео объяснял на туркменском языке для жителей Туркменистана, окраинного Туркменистана, для сельской местности. А для вас тоже объясню. Почему? Потому что туркмены в жилах любят наездничество. Они любят лошадей своих, коней, халтикинских, юмутской породы. Они просто... И эта любовь передалась к машине. Вот на двигателе, на примере машины я вам объясню про чиновничий аппарат. Вот представьте себе двигатель. Машина красивая. Бердымухамедов, водитель, как руководитель. И двигатель. У двигателя есть 4 цилиндров, 6 цилиндров, в зависимости от мощности. Ну, представим, у Туркменистана 5 вилаетов, 5 цилиндров. Так вот, внутри двигателя есть основные узлы, механизмы, которые приводят в движение эти цилиндры. Вот эти 5 цилиндров, 5 вилаетов. Основные узлы где-то, ну, штук 8-7, вот такие основные. А есть еще дополнительные запасные части, которые не такую мощь ведут важность действия, понимаете? Но они тоже нужны. Так вот, представляете, вот они приходят в течение 20 лет, вот эти запчастя, вот эти механизмы, которые приходят в негодность. Ну, стареют кадры. Бердымухамедов берет своих родственников, безграмотных, как я и говорю, якименов, ставит на эти места. То есть заменяет вот такие, ну ничего не отвечающий узел, ставит своего родственника на этот. Ну, на хорошей позиции, где масло огромное количество протекает. К примеру, я имею в виду, машина же циркулирует маслом же. И там двигатель внутреннего сгорания. И вот на такие части ставят некачественные запчастя. Кадры. Ну, те, в свою очередь, тоже ставят на другие ниши, еще там, от которых не зависит, вот ставят другие такие якименов, ничего не знающие, понимаете, кадров. Потому что зная, что вот 8 узлов или 7, вот там, в зависимости от того, не буду говорить конкретно, 8 или 7 человек, они вытянут благодаря внутреннему ресурсу. Вот внутренний ресурс у них был заложен еще, вот эта государственная машина, во время Советского Союза. Если надо было подмазывать, все такое, она бы работала и дальше. Но кадровый, за 20 лет кадров не подготовили, кадры готовы есть. Но это же, понимаете, не их же клан, не их семья. Они ставят. И, соответственно, машина приходит в негодность. И налицо у нас кризис власти. Кризис власти Бердымухамедова. Потому что, пример, они ездят в ОБСЕ, другие организации, международные институты, и фейл, проваливается. Кстати, совет. В следующий раз на заседание ОБСЕ по правам человека отправьте Шакулыеву, Гузель. Она лучше отбрехается. Мне кажется, от этого Руслан Мятеев и там Гельде Каризов сбегут, как ее увидят.
Это мой совет вам, туркменам, если хотите отбрехаться. Так вот, во всех местах швах, понимаете? И к этому привело сейчас ситуация, когда, вот, как Ленин писал, кстати, верхи не могут управлять, а низы не хотят. А низы вообще их нет, они эмигрировали, так их насильно держат. Превратить хотят, понимаете, Туркменистан в 21 веке рабовладельческое государство. До 40 лет нельзя выезжать, надо служить, отслужить, там в погранвойсках, если служил, то их не выпускает, потому что они, оказывается, секреты знают. Какие секреты у вас? Все секреты в гуглах выложены. Да вы сами в первую очередь сдали все секреты. И потом Туркмения только зона геополитического интереса России. Американцам Туркмении не нужно. Американцам нужно мирное небо, чтобы ислам радикально не проник. И все. Вы думаете, ваш газ нужен американцам? Нет. У них шейл по-английски, сланцевого газа умотаться. По себестоимости она обходится дешевле с добычей, доставкой через сжижают ее и доставкой танкерами в Европу дешевле, чем газпромский газ. Представляете? И после этого вы думаете, что американцы вам хотят что-то сделать? Что ли? Нет. Моя биография теперь, насчет моей. Я родился в обыкновенной советской семье, потому что я родился в Советском Союзе. Мой папа менеджер среднего звена, управление среднего звена, не директор даже, ничего, просто был заведующим цехом. Моя мама врач. Я учился в средней школе номер 10 города Ташауза, русская школа, да. Вот так. Закончил блестяще. Спасибо учителям, дали знания с медалью. После этого я понимаю, что я не смогу поступить в Туркмении, зная, в чем какая коррупция какая. Тогда, во время Советского Союза, я уехал в Россию, думаю, что там нету. Ну и там, оказывается, есть такая, рыба сгниет головы. Я первый год не поступил, несмотря на свою медаль. Я себя, знаете, у меня была такая депрессия, что как это так, я с медалью школу закончил и нифига, не знаю предметы, ничего. Я нанял репетиторов. Но за это время я работал в суде, секретарем судебного заседания. И приходил в себя уверенность, что я, оказывается, не хуже, чем другие, у меня и знания так тоже нормальные есть. И я одновременно дворником работал в Уральской юридической академии. Но на мое счастье, в то время вот этот Бурбулис подписал один из первых указов для Уральского гуманитарного университета, вновь созданного. Я там отучился 3 года. У нас преподавали одна из лучших философских школ Уральского университета преподавала. Лучший состав юриспруденции, ученики Алексеева, который написал Конституцию Советского Союза. Уголовное право у нас прекрасно преподавали с уголовным процессом, такая Кондрашова, до сих пор ей благодарен. Все там заложили. А потом я женился и переехал в Туркмению. Дети родились. Чтобы устроиться в прокуратуру, я там работал общественным помощником, следователь по особо важных дел. Там, хотите, могу перечислить еще раз, если хотите, не так. После этого меня сразу не приняли на оперативную работу. Я устроился, говорят, инспектор, а это фактически секретарь. Понимаете? Хотя мои однокурсники из нормальных семей обеспечены, я имею в виду, сразу пошли на оперативную работу следователями, и кто помощником прокурора. Я сидел год 7 месяцев, генеральный прокурор, пока не зашел к Ашерлиеву, Байрам Ашерличу, и сказал, мне сколько сидеть? Я говорю, или вы скажите, что мне ничего не светит, или я уйду в другое место. После этого меня отправили в распоряжение прокурора города Ашхабада. Я там отработал следователем, старшим следователем стал. После этого, после определенного случая мне пришлось уйти, потому что Мамилиева убрали, как его убрали, Ораза Шумович, да, и назначили служебную проверку, проверяли, меня тоже хотели по статье, хотя у нас никаких отношений не было, он с другой местности, я с другой местности. После этого я ушел, я попросил своего Порнбая Равшенова сказать, иди договорись, чтобы я по собственному желанию ушел. Но, несмотря на это, что согласились, чтобы я по собственному желанию, моя
Амедовна мне написала: уволен с органов прокуратуры, не поставила статью. Я потом, когда заметил, говорю, что это такое? Аймамедова Майя Таймовна. Вот. Через месяц меня буквально взяли облсухозмат, это бывший Минводхоз, я там отработал год. Но как видел, какая ситуация в Туркмении происходит, потому что уже начались меняться, и министр у меня был слабенький, и я ушел. И какое-то время и там начали почищать всех. Кстати, я очень горд, что я работал с сыном Хатамова, Анна Мурадом Хатамовым. Он был замминистра, очень порядочный человек. Он, кстати, в событиях 2003 года Шихмурадовской трагедии он тоже попал под это. И, по-моему, может, исчез. И работал в банковской сфере Туркмении какое-то определенное время. Уехал в Россию. В России работал в интеллектуальном, Российское авторское общество называется. Там работал года 4 инспектором. После этого я устроился на работу на Урал-Трансмаш. Это оборонный завод. Я был юристом там. Какое-то время я представлял интересы Свердловской области. У меня была доверенность в Туркменистане. Все, которые приезжали, высокопоставленные лица с Туркмении, я принимал у себя в гостях там. Вот, пользуясь случаем, привет Давлету Садыкову. Там еще этому, как его, Пайзулаеву, который они приезжали, их принимал. Еще замминистра торговли был, товарищ. Начал заниматься предпринимательской деятельностью. У меня было 100 гектаров земли. Но был конфликт интересов с Федеральной службой безопасности. Я все потерял. И после покушения на мою жизнь я уехал в Англию. Сейчас здесь живу. Какие-то вопросы? Пожалуйста, опять это. Кстати, на вопрос, я не помню, кто-то, как его, он сказал, что я должен с уважением относиться лидеру всех оппозиционных движений Максату Байрамовичу, Байрам Мурадовичу, фактически. Реально он Байрам Мурадович, просто он сократил, наверное, он не знает. Он знает, но он сократил свое отчество. Сапар Мурадову. Так вот, у меня респект всем. Но я же не должен им говорить «Ваше Величество». Ребята, или вы подпевалы хотите из него второго диктатора сделать? Или не второго, уже третьего диктатора? Или он сам себя хочет, чтобы его так уважали? Масат Байрамович, у вас есть какие-то претензии? Давайте диалогу, приведем к диалогу. Также всем правозащитникам я волен критиковать, свое мнение высказывать. Нравится вам, не нравится. Я такой. Я не должен всем нравиться. Принимать таким, как меня есть. И то, что я как обращение делал вот рано утром, там были некачественно. Я это делаю на коленках, и все слова у меня идут от души. Я не готовлюсь своим этим к спичам. Все идет у меня от души и от сердца. Поэтому пишите свои комментарии. Я на постараюсь на все ответить. Был комментарий, спросили, вы не знаете там Араза Худайберды? Я не знаю, я слышал, что он в Швеции, я не знаю, что он делает. Наверное, он себя чувствует комфортно, и поэтому ему и не интересно. Но вот на меня вышел человек, я не знаю, кто он, как он. Вы знаете, у меня за последнее время очень много добавилось. Я открытый, как говорят англичане, transparency, прозрачный. Ко мне добавился человек, который сказал, я тебе предоставлю документы преступлений Ниязова и Бердымухамедова. Я сказал, пожалуйста, посмотрим, почитаем. И я надеюсь, если эти документы предоставить, какая-то роль у Аразова всплывет, потому что, извините, он был председателем Центробанка. Да и многие, там роль от Черцова выйдет, на многих. Понимаете? Поэтому welcome, я открыт для диалогу. Пожалуйста, пишите, звоните со всеми. Но, еще раз говорю, туркмены, Координационный совет, который вы со мной разговаривали,
Вы с вашим лидером, вы собираетесь брать власть в руки или нет? Или вы изначально хотите сдаться? Для вас камеры в НДП, наверное, готовы. Если с такой позиции Масхат Байрамович пойдет, мы сядем за стол переговоров. Никаких переговоров. Надо брать власть в свои руки. И делать многопартийную систему. И прошу, Мухаммеда, до сих пор мы не услышали программу вашу. Что вы хотите делать? Ну, Масхат Байрамович, какие ваши действия следующие? Пожалуйста, члены Координационного совета, как вы собираетесь, по крайней мере, скажите, какую вы видите Туркменистан в будущем? Я-то вижу Туркменистан в будущем процветающий. Я хочу, чтобы Туркменистан стоял за каждым студентом, который учится, несмотря где, и чтобы их не унижали, чтобы их не доводили до самоубийства. Я хочу, чтобы в Туркмении было тендерное образ занятия должностей и государственных позиций, понимаете, здесь position говорят, должностей, тендеры. Я хочу, чтобы мы видели прозрачно, transparency, МВД, Министерство национальной безопасности, бюджет, наконец, Туркменистана. Хочу увидеть бюджет Туркменистана, куда они тратят деньги. Понимаете? Каждый туркмен, чтобы мог зайти на сайт Министерства финансов и посмотреть, куда тратятся деньги. Туркмен. Я не могу сказать налогоплательщик, потому что у нас даже нормального среднего класса нет. Они довели до того, что у нас среднего класса нет. Понимаете? Я хочу, чтобы туркмены гордились. Каждый туркмен, туркменистанец, несмотря что туркменские корни есть у него, или родился, чтобы могли спокойно приезжать в Туркмению и смогли спокойно выезжать, где хотели учиться. Я буквально вчера, не вчера, а вчера на мне звонил, у меня мои друзья ротарианцы. Я говорю, в случае, если возникнет ситуация, вы можете нашим кадрам молодым обучить вашей Science Park называется в Швеции. Это как типа аналог Сколково, Силиконовой долины в Америке. Они говорят, да, спокойно, не переживай, если за тобой будет государственная бумага, мы сделаем, мы найдем гранты для вас сделаем. Точно так же разговаривал с вице-президентами компании Vestas. Кстати, Vestas, Масхат Байрамович, население Дании 5,5 миллионов, чуть больше Туркмении. Никаких ресурсов она не имеет. Но за счет возобновляемых источников энергии она полностью обеспечивает себя энергией и продает энергию. Она и по капитализации Vestas догоняет ведущие международные, как International Oil Company говорят, они говорят Seven Sisters, да, вот 7 сестер, которые объединились. Они догоняют по капитализации, хотя у них разносторонне развивается, а эти развиваются в сторону только возобновляемых источников энергии. Они сказали, мы тоже вам поможем, если надо будет. У них на социальные проекты заложены большие деньги тоже. И поможем без проблем. Так что, туркмены, не переживайте. У нас есть кадры. Я случайно в YouTube посмотрел Даурана Реджепова, мне Руслан Матеев посоветовал. Да там, оказывается, у нас в Америке такие ребята учатся, такие красавцы и красавицы, которые достигли все своим трудом. Мы их привлечем, они готовы приехать. Я уверен, что они готовы приехать для Родины. Кадров выше крыши. И пользуясь случаем, хочу тоже Толе Курбанову обратиться. Кстати, я вас рекомендовал тогда, Мухаммед с вами, наверное, не смог связаться, даючи. Вы сделали блестящую карьеру. Это без сомнений, надо просто сказать. И в Туркмении, и за пределом. No doubt. You made sparkling career. And if you are not careless for your motherland problems, give voice, please. Я на английском сказал, потому что это язык организации, на котором он работает. Я сказал, что он сделал блестящую карьеру. И не без сомнения, что он доказал, что он способен не только в Туркмении,
но и во всем мире. Если вы не безразличной ситуации родин Туркмении, дайте, пожалуйста, свяжитесь. Может, вы дадите какие-то нам советы. Спасибо за внимание. Пишите, звоните. Всегда ваш Хадыров Кака Мурат.